Самый центр города – улица Яхина. Неприметно одетый мужчина забрасывает в окно управления судебных приставов неизвестный предмет. По легенде, окно разбито. Начинается пожар. Как потом выяснит, это была бутылка с зажигательной смесью. По сигналу тревоги начинается эвакуация. На месте ЧП первыми оказываются медики. Следом подъезжают пожарные. Сотрудники Росгвардии блокируют главный вход и выставляют оцепление по всему периметру. По регламенту на эвакуацию дается 6 минут. Когда спасатели входят в здание, выясняется, есть пострадавший. Это мужчина. На улице врачи скорой немедленно приступают к осмотру пострадавшего и оказанию первой медпомощи. Эту роль сегодня исполнял главный инспектор Динар Латыпов. В управлении он работает 7 лет, участвует в учениях всегда, но в качестве пострадавшего впервые. Мы сидели, работали в кабинете. В этот момент там сломали окно и, получается, выбросили туда коктейль Молотова. В этот момент все эвакуировались, но я сознание потерял, там и остался. Так прошли совместные учения силовых структур города по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Участие приняли более 100 человек. Дежурные службы отработали функционал по эвакуации сотрудников из здания главного управления. Было организовано взаимодействие со всеми силовыми структурами. Организаторы тренировки оценили действия всех служб положительно. В ходе учения отработали вопросы эвакуации сотрудников управления, спасения одного сотрудника, который остался отрезанным от путей эвакуации опасными факторами пожара. Произвели условное тушение в одном из кабинетов. С поставленной задачей справились в полном объеме. Такие совместные учения с привлечением всех служб в Казани проходят ежеквартально. После завершения сотрудниками МЧС, скорой и Росгвардии производится детальный анализ действий всех участников тренировки. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Казань.